Предки Коми были язычниками, и поклонялись они своим богам, олицетворением которых были идолы. Люди приносили им жертвы в виде животных и их шкур. Таким образом, люди задабривали богов, а те, наделенные сверхъестественной силой и способностями, могли помочь в охоте, рыболовстве и других хозяйственных делах. Это скульптурное изображение мужчины и женщины было привезено в Национальный музей Республики Коми в 1971 году с берега Тарасовейского залива Карского моря. Геолог, академик Николай Павлович Юшкин оставил описание того места, где были обнаружены духи предков. Горка возвышается метров на 5 над окружающей тундровой равниной. Она представляет собой сглаженную сиенитовую скалу, разбитую трещинами на крупные блоки. Поверхность обросла лишайниками и мхом. На ее вершине гордо возвышаются два деревянных идола высотой с человеческий рост. Они воткнуты в расщелины. Каждый идол вырезан из дерева, похоже, из сосны. А до ближайших лесов отсюда километров 300. Идолам, судя по изъеденности дерева, сотни лет. Но внутри дерево прочное, поскольку пропитано морской соленой пылью. Вокруг идолов сложено множество жертвенных преподношений. Подобных святилищ у предков Коми было немало. До сих пор не прекращаются споры о судьбе якобы существовавшего главного божества предков Коми – Золотой Бабы. Золотая Баба, Зарниань, Калтащ, Сорнинай, Сорниеква, Золотая Богородица. Это только часть из множества имен, которыми называли золотого идола, неизвестно откуда появившегося на капищах древней биармии Югры и Перми и неизвестно куда сгинувшего. Это одна из неразгаданных загадок нашей земли. Я очень много ездила по территории республики и за ее пределами в Архангельской области. Я слышала там только легенды о чуде, но я не слышала ни одной легенды о Зарняне. Почему? Или она уже исчезла, эта легенда, из памяти народа. Или же по каким-то иным причинам, тогда уже в 60-е, 70-е годы, не помню о ней. Но в письменных источниках мы находим сведения о Золотой Бабе, о Золотой Богине. Впервые о Золотой Бабе читаем в патриаршей летописи. Запись датирована серединой XVI века. Там есть запись о смерти Стефана Пермского. В этой записи впервые упоминается мифическое божество Золотая Баба. Оно в таком контексте идет, что пермяне поклонялись огню, каменю, деревьям, козлам, валам и Золотой Бабе. Козлов и валов у древних пермян не было. Очевидно, переписчик взял эту запись из других источников. Первым среди иностранцев о Золотой Бабе написал польский ученый Матвей Миховский. Но надо отметить, что он никогда не был в Московии. Вятка, о которой говорит путешественник, входила в Пермь Великую. Он в конце 15 века написал трактат о двух сарматиях, который вышел в 1517 году. За областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию стоит большой идол Золотая Баба, Злота Баба, что в переводе значит «золотая старуха». Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему. Никто, проходя поблизости или гоня, или преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения. Если нет приличного дара, то бросают перед идолом звериную шкуру или хоть волос, вытянутые из одежды, и, склонившись с почтением, идут дальше. Это упоминание о Золотой Бабе становится эталонным для всех последующих произведений. Австрийский путешественник, посол императора Максимилиана Сигизмунд Герберштейн, побывавший в России в 1517 и 1526 годах, написал землеописание Московии, частью которого являлся указатель пути к Печоре, Югре и к реке Оби. На карте, составленной Герберштейном, женская фигура с копьем в правой руке, под которой есть подпись «Золотая Баба», изображена в низовьях Оби на левом берегу. Золотая Баба, то есть Золотая Старуха, есть идол, находящийся в устье Оби, в области Абдоря, на более дальнем берегу. По берегам Оби и по соседним рекам, окрестностям расположены отовсюду много крепостей, властелины которых, как говорят, все подчинены государю Московскому. Рассказывают или, выражаясь, вернее, баснословят, что этот идол, Золотая Старуха,
И статуя в виде некой старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден еще ребенок, и про которого говорят, будто он ее внук. Кроме того, будто бы она там поставила некие инструменты, которые издают постоянный звук наподобие труб. Если это так, то я думаю, что это происходит от сильного непрерывного дуновения ветров. Другие путешественники, например, итальянец Александр Гваньини, англичанин Антони Дженкинсон, помещают Золотую Бабу там же, в устье Обьи, но на правом берегу. Описания отличаются некоторыми нюансами. Они пишут, что люди, населяющие Абдорскую территорию, поклоняются Золотой Бабе, просят у нее помощи в хозяйственных делах. Перемещение идола с запада на восток – факт несомненный. Вначале ее помещают на территории Вятки или Перми, чуть позже она находится уже в Абдории, на запад от Оби. Это связано с христианизацией. Кстати, также на старинных картах кочевала на восток легендарная страна Биармия. В русские исследования пермского язычества Золотая Баба вошла только в XIX веке. Авторы переводят ее на коми язык и начинают называть «Зарниань» – «Золотая Баба». В данном случае «золотая» используется как метафора, возвышенный эпитет, а не как металл, из которого выполнена статуя. Зарниань канты манси называют сорни-най, сорни-наянки. Очень интересно вот то, что женщина вечно беременная, постоянно беременная. Старуха тут означает не обязательно внешнее состояние или биологическое. То есть это некое древнейшее существо, некая древнейшая женщина, которая порождает жизнь. Женщина-мать, которая производит все живое на свете. И растения, животных каждый год повторяет. То есть это вот некая такая богиня-мать. У родственного коми, народа манси, также есть верховная богиня-мать – Калташ, Сорни-най. Ее отождествляют с легендарным идолом Зарниань. Это стало возможным благодаря переводу эпитета Сорни – «золотая». В фольклоре манси Калташ сближается с утренней зарей. Калташ, которую называют Сорни-най, есть у Владимира Напольских, это ижевские ученые, работы по поводу имени вот этого божества, имени этой женщины. И он выводит это имя из древнепермских диалектов. Название Калташ выводит из древнепермского, которое в коми-языке не сохранилось, кылдыш, то есть творящая, рождающая, производящая. И сохранилось в языке удмуртов в значении ангел. Ангел или вот небесная покровительница какая-то. У славян богиня-мать, она всегда ассоциировалась с землей, это земля-прародительница. То у финно-угров, там, и уральцев, и у сибирских племен, это небесная богиня, которая была сброшена на землю. Богиня-мать одновременно и небесная, одновременно и подземная. Она соединяет подземные и небесные миры, одновременно является прародительницей всех людей. Как богиня небесного мира, она была все-таки солнечным божеством. Если у славян это мужского рода, то у всех финно-угров солнце женского рода, Шондемам, мать солнца. Одновременно она была богиня плодородия, богиней, дающей жизнь, и одновременно она была богиней смерти. Почему Золотая Баба? Почему Зарни? Потому что солнце светит, да, значит жизнь нет. Но гораздо более таинственнее считалось у древних, когда солнце исчезает. Что с ним происходит? Считалось, что оно проходит через загробный мир, через подземный мир. И всегда неизвестно было, родится ли оно снова. Золото не явление солнца, которое светит, а золото подземного мира. Солнце там светит, и оттуда идет плодородие, оттуда рождаются дети, оттуда приходит все, что есть на земле. Золотая Баба, очевидно, была не только солнечная небесная богиня, но еще она связана была с золотом подземного мира. У Епифания Премудрого написано, что пермяне поклонялись не только Золотой Бабе, но и Войпелю. Многие считают, что идол Золотой Бабы был в Усть-Вымы, там же, где и прохудливая береза. По дошедшим до нас сведениям, в связи с христианизацией, которая произошла в XIV столетии, была проведена Стефаном Пермским, все языческие кумирни, то есть места священнодействия, места жертвоприношений, в том числе и главная кумирница, которая стояла в Усть-Вымы, священная береза, прокудливая береза. Может быть, здесь стояло главное божество,
Но мы знаем только, что тогда поклонялись как будто бы священной березе. Даже после того, как Стефан Пермский разрушил это святилище, и береза была срублена, будто бы древние коми приходили на это место, собирали кусочки дерева и уносили в свои дома, потому что они считали, что это все равно связано с каким-то священнодействием. Но сведения о том, что здесь стояла золотая богиня, нет, Зарни-Ань. Что будто бы в связи с христианизацией она была увезена, и она где-то спрятана за Уралом, в Сибири, где-то в болотах, в тайге. Это большой миф. Ну, не стояла скульптура в Усть-Выме, когда пришел Стефан Пермский. Культ березы сразу отрицает это. Была бы некая скульптура женщины, не поклонялись бы той самой великой березе, которую потом Стефан Пермский срубил. Если Золотая Баба была женским божеством, помощи у нее просили в основном женщины. Покровителем мужчин, в большинстве своем охотников, у предков Коми был Войпель, бог северного ветра. По одной из версий, обитель Войпеля расположена на Северном Урале, на вершине, именуемой Гнездо ветров – Тельпас. Войпель не любит шума. Если охотники шумят на охоте, их может замести снежный вихрь. Считалось, что Зарни-Ань покровительствует не только женщинам, но и всему роду человеческому. Помогает, рождает все живое. А Войпель он охраняет от всего нехорошего. То есть это более такой воинский бог, более суровый. Войпелю поклонялись преимущественно мужчины. Войпель имел вид какой-то статуи, болван, а золотая богиня не сказано, что вот сделана из золота или отлита из золота. Вообще золото для наших мест довольно редко встречается. Есть некто Угрим Батраков. Его разыскивают французские посланники по летописям. Это начало XVI века. Просят у великого князя, чтобы он привез в Москву, Северов, некого Угрима Батракова, чтобы он рассказал о своем восхождении на самую высокую гору народа Югры, то есть Ханты-Манси нынешние. Оказывается, потребность восхождения на самую высокую точку – это не явление XX века, это некая сакральная потребность, которая существовала в человеке бесконечно. Зачем он залез на Тельпас? Да, может быть, Золотую Бабу искал. Залезть на гору, которая 1500 метров, и это сделал, не имея никакого альпинистского снаряжения. В мифах, преданиях есть Тельпас, Святая гора, Тельпас есть Гнездо ветров, где Войпель ночует, и там якобы размещена статуя женщины с двумя младенцами. И ее охраняют все ветра. Александр Красов, тот же Лыткин, Жаков, они все выдумывали некий миф о Золотой Бабе, которая якобы была в Перми, а потом перекочевала в Абдор, к вагулам, остякам, якобы они ее сохраняли. Появляется эта легенда о том, что Золотую Бабу якобы вот эти пермяне, язычники, с собой после крещения унесли в сибирскую сторону. Это не более чем миф, не более чем легендарная версия, которая на самом деле не имеет под собой корней. И этот миф имеет начало именно вот в версиях западноевропейских путешественников. Я думаю, что не случайно, если это и миф, если это и легенда, то она возникла у народа Коми. Женщина всегда являлась предметом поклонения с глубокой древности. Еще в древнем каменном веке первые скульптуры были скульптуры женщины, потому что женщина являлась источником жизни. И женщина играла очень важную роль в те очень далекие времена и в последующее тоже, вплоть до Средневековья, например, у нас. И сегодня у нас есть своя Зарни-Ань. Это ансамбль под руководством народного артиста Республики Коми Михаила Николаевича Бурдина. Между собой его называют шаманом Коми. У него есть свои представления о Зарни-Ань. Возможно, что угорские народы родом из Монголии, из Азии. У них был Будда, а Зарни-Ань, может, это вторая половинка Будды. В Европе особо чтят Деву Марию. Может, это почитание женщины и к нам пришло
через Иран, Башкирию, Татарстан, по пушнинным путям. Возможно, образ Девы Марии воплотился и в Зарнянь. Была ли Зарнянь на самом деле, никто не знает, никто не видел. По мнению артиста, она оберегала дом, семью, культуру и природу. Еще Михаил Бурдин добавил, что Зарнянь, она рядом, у каждого мужчины своя. Это его вторая половинка. На нее можно положиться в трудную минуту. Она всегда поможет советом, согреет взглядом. Когда в семье лад, когда есть та золотая женщина рядом, на которую можно положиться и надеяться, жизнь будет хорошей. Коми-люди верили в это. Была ли золотая баба? Ученые, возможно, найдут. Но настоящая золотая женщина в сердце, рядом. Настоящая коми-женщина, на самом деле, она дороже золота. Если бы не моя супруга, ансамбль «Зарнянь» давно бы распался. Молодые уходят, не выдерживают нагрузки. У нас надо петь, танцевать, играть. Только супруга понимала, что этот проект должен выглядеть так. Если немного изменится, то ансамбль будет похож на многие другие, а мой должен отличаться. Назвать ансамбль необычным языческим именем Михаилу Бурдину посоветовал Игорь Григорьевич Скляр. Это было еще в 90-е годы на одном из финно-угорских фестивалей. Так и получилось – Зарнянь. Стадион, ливень. Я начал голосить. И в процессе вдруг солнце вышло, земля высохла. Все удивились. После выступления ушли со сцены, и опять дождь пошел. Режиссер через громкоговоритель опять вызвал нас на сцену. Я вышел, опять стали петь и голосить, солнце выглянуло. Нам сказали, что целый день будете стоять на сцене и петь, чтобы дождя не было. Все, лун терпеть кутантатны сулавны. Существует еще одна версия появления статуи на наших территориях. По ней финно-угры участвовали в разграблении Древнего Рима, и золотую статую могли привезти оттуда. Меньше всего верю это движение со стороны Европы. Почему? Потому что такого возврата не было. Не было тех отношений, это раз. Второе, в Риме не было таких статуй. Рим уже работал в бронзе, он не работал в чистом золоте в том объеме. Рим, который уже захватывали и грабили, он был совсем другой Рим. Это раз. А второе, эти скульптуры сразу уничтожали захватчиками. То есть они превращались в куски золота. Они не являлись предметами искусства и поклонения. Может быть, немножко фантастический вариант, но предложен одним ученым из Екатеринбурга. О том, что «Золотая баба» вполне возможно была как некое скульптурное произведение, не обязательно из золота, но покрытое позолотой именно, яркое, выдержанное, что это некий культовый предмет, который перевозился группой шаманов, освоивших некие начальные навыки буддизма, но потом со временем потерявшие их во время кочевья. Вполне возможно, что даже еще не Будда, а может быть какая-нибудь индуистская скульптура могла перевозиться как культ поклонения. Совершенно непонятный, но поэтому и вызывающий и страх, и интерес. Общением с ним могут заниматься шаманы, которые якобы обладают культовым знанием. Так вот, что самое интересное, если проследить большое кочевье, когда по непонятным причинам огромная масса народов начала переселение, и какая-то часть этих народов несла с собой непонятные культы. Потом жрецы-носители, которые адептов своих не нашли, да, умерли, но остались обряды. И вполне возможно, что вот такая вот золотая баба кочевала из буддийских территорий, с Тибета, из тех углов.
В средние века центром мира считался Иерусалим. И от Иерусалима расходились круги цивилизации. Поскольку Европа была ближе к Иерусалиму, то она попадала в этот круг цивилизационный, к центру мира ближе. А восточной части, типа Московии, они в этот круг уже не попадали. Получалось, что вне цивилизации обитали некие непонятные существа. Север России – это земли Гога и Магога, страшных великанов и идолов. Поэтому и появляется представление о Золотой Бабе как о некоем чудесном существе, которому поклоняются народы, и оно ему помогает. Золотая Баба стала неким символом, который отделяет языческие земли от цивилизованных христианских. Существовала еще легенда о том, что золотых баб было 3, к тому же было 5 железных. Последних, так как они больше подвержены коррозии, возили по сухим местам, там, где нет воды, а золотые были привязаны к бассейнам рек. Это рериховщина идет, мистика такая, что вот одну золотую женщину нашли где-то поближе к Тибету и к Индии. Оттуда появились секреты акупунктурные, точечная медицина, рефлексотерапия, буддийские представления сохранились. То есть вот одна статуя, она связана с человеком. Вторая золотая баба, которая вот где-то по северу гуляет, она якобы связана с обществом, с общественным устройством. Эту бабу охраняет отдельный род, постоянно ездит, возит какое-то время по бассейну Аби, потом по притокам перевозили на Печору, и в последний раз по этим текстам видели хранителей Золотой Бабы на Печоре во время гражданской войны. Мать и сын только из этого рода, больше никого не было. Они прятали эту Золотую Бабу на нартах, возили, прятали от белых, от красных, потому что, говорят, вот рано еще показывать эту Золотую Бабу, она не должна еще появиться, потому что люди не дозрели до этого в общественном плане. Когда люди дозреют, Золотая Баба сама выйдет. Третья статуя хранит секреты мироздания в целом. Любую женщину, которая умеет шить, вязать и вышивать, можно назвать золотой, с золотыми руками. Женское божество было. Оно было связано и с женскими ремеслами разными. Оно было покровительницей женщин, подательницей плодородия. И символ этого женского божества в виде там солярных знаков, как на лбу у этой богини, они на всех женских традиционных инструментах они сохранились. На ткацких станах мы увидим вот эти кружочки, солярные символы, на прялках. То есть все, что связано с женскими рукоделиями, с женскими ремеслами, все это обозначено символами вот этой вот богини. Язык не поворачивается назвать ее Золотой Бабой. О том, что Золотая Баба крепко вошла в сознание людей, можно судить потому, что она встречается не только в обиходе, но и на государственных символах Республики Коми. Герб представляет собой исполненное по мотивам пермского звериного стиля изображение золотой хищной птицы на красном геральдическом щите. На груди птицы лик женщины в обрамлении 6 лосиных голов. В традиционном толковании хищная птица с приоткрытыми крыльями является образом солнца, власти, верхнего мира. Лик женщины на груди птицы соответствует образу Заарниань, Золотой Бабы, жизнедарующей солнечной богини, матери мира. Образ лося связан с идеей силы, благородства, красоты. Мы о культе ничего не знаем совершенно. Мы знаем, что она была. В каких-то фольклорных, мифологических текстах есть какие-то пережитки представления об этой богине-матери. А каков был на самом деле культ ее, как ей поклонялись, стоял ли на самом деле вот этот идол женщины, все это покрыто мраком тайны. И очень хотелось бы верить, что такая богиня, золотая богиня, действительно существовала. Но, к сожалению, у нас нет никаких доказательств, абсолютно никаких свидетельств того, что она была. Прямых доказательств существования золотой богини нет. Но нельзя исключать факт существования главного центрального божества пермских земель, которое было спрятано противниками новой веры где-то в глухих лесах Зауральского севера в период миссионерства Стефана Пермского. Известно, что предки Коми гораздо раньше русских проникли за Урал в поисках пушнины, знали туда путь и имели там постоянные жилища. Об этом говорят раскопки. Богиня Заарниань еще не найдена, но совершенно ясно, что легенда о ней возникла не на пустом месте.
Коми прятали своих богов от посторонних, пришлых людей. Может, Зарниань до сих пор ждет своего открытия.